Доброе утро, Якутия! Доброе утро, наши дорогие телезрители! Сегодня у нас понедельник, и мы начинаем новую рабочую неделю в полном ударном составе. Сегодня у нас в студии Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. Всем доброго утра и хорошего настроения. Что у нас сегодня? Ну, как всегда, все самое светлое, радостное, позитивное. Ведь сегодня понедельник, надо начать ударно рабочую неделю. Поэтому поделимся последними новостями, расскажем о том, какой сегодня знаменательный день, предскажем вам, ну, конечно, с помощью звезд, о том, что нас ждет на этой неделе. Ну и все самое интересное, в том числе расскажем про интеграцию иностранных студентов в наших вузах. В общем, сейчас просыпайтесь, либо уже кто-то заваривает кофе. Ну, а мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», где есть интересные сюжеты, интересные новости. Ну и, конечно, мы ждем ваши фотографии, может быть, какие-то новости, которые произошли с вами. Вы можете их отправлять на нашу электронную почту. И самые интересные новости мы покажем также в нашем эфире. Но самое главное, что если будете подписаны на наш телеграм-канал, вы целый день будете в нашей дружной компании. Мы будем поднимать вам настроение еще лучше. Ну, а всю прошлую неделю мы с телезрителями делали зарядку, формируем полезную привычку. То есть говорят, что нужно месяц что-то делать, чтобы это закрепилось. Вот мы с прошлой недели начали. Ты, пока от нас уезжал, повторял упражнения? Слушай, я все время, вот что касается зарядки, все время ищу идеальные условия. Ну а так как был в отъезде, то идеальных условий таки не было. Ну вот, начинается. Нашел причину, чтобы с нами не заниматься зарядкой. Нечего отлынивать. Начинаем прямо сейчас. Давай. Зарядка. Всем привет, дорогие телезрители! Сегодня мы начинаем наш день максимально заряженно. Сегодня мы сделаем функциональную тренировку. Наша цель – это поднять пульс до жиросжигания и удержать. Упражнения максимально легкие, просто повторяете за мной. Итак, первое наше упражнение. Делаем удары в стороны. Левая, правая, левая, правая. Каждый раз выдыхаем. Выдох, 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 выдох. Выдох, 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 выдох. Ноги максимально высоко. Выдох, выдох. Есть. Следующее упражнение. Пинаем вперед. Выдох. Правая, левая, правая, левая, правая, левая. Поднимаем максимально высоко. Выдох, 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 выдох. Выдох. Так, и следующее наше упражнение, чуть усложненный вариант. Делаем шаг назад и пинок вперед. Левая, потом правая. Левая, пинок, потом правая. Дышим, спину держим прямо. Выдох. 20 секунд. И последнее. Молодцы. Так, и наше последнее упражнение – это планка на прямых руках. Мы прогибаемся, растягиваем пресс и при выдохе таз поднимаем. Растянули, выдох. Растянули, выдох. Растянули, выдох. Растянули, выдох. Молодцы. Давайте еще 3 раза. Раз, 2, 3. Все, давайте все вместе сделали вдох хорошенько и выдох. Молодцы, похлопали друг другу. Всем удачного дня. Пока. Ну, мы хлопаем нашим телезрителям, потому что такая спортивная зарядка. Да, слушай, на планке я уже все сдался, на самом деле. Но, друзья, я думаю, что если вы повторяли вместе с нами, то это очень большое дело. Надо, главное, начать эту неделю очень активно, ну и в том числе узнать, что же нам говорят звезды. Вот впервые вообще понятие зодиака и зодиакальных созвездий ввели в Вавилоне примерно 3000 лет назад. Поскольку в Вавилоне использовался календарь из 12 месяцев, основанный на фазах Луны, то очень удобно было поделить зодиак на 12 равных частей, которые соответствуют месяцам. Ну, 3000 лет назад. При этом часть населения не прекратит от этого искать магические советы для своей жизни. И это, наверное, неплохо. Например, 21% жителей Великобритании читают гороскопы часто или очень часто, а 25% респондентов считают астрологию очень научной дисциплиной. Представляете? Ну, вот такие у нас англичане, интересные люди. Ну и самое удивительное, что даже в научных журналах в Англии публикуют периодически астрологические прогнозы. Да, вот все очень серьезно. Так что мы серьезно вам сейчас расскажем о том, что предсказывают звезды.
Эта неделя принесет овнам карьерные возможности и успех в профессиональных планах. Вы будете полны энергии и решимости и сможете добиться выдающихся результатов. Будьте открыты для нового сотрудничества и изменений в вашей сфере деятельности, поскольку это принесет вам значительную долгосрочную выгоду. Для тельцов период с 12 по 18 февраля – время личного развития и эволюции. У вас есть возможность открыть для себя новые интересы и развить свои навыки. Учеба может сыграть важную роль в этот период. Откройте свой разум новому опыту, и вы многому сможете научиться и вырасти как личность. Середина февраля наполнена позитивной энергией и полна возможностей для близнецов. Это идеальное время, чтобы выразить свои идеи и мнения, пообщаться с другими и сформировать новые отношения. У вас есть возможность проявить себя в области, которой вы увлечены, и показать свои творческие способности необычным способом. Ракам эта неделя принесет особую заботу о семейной жизни и личных отношениях. Обратите внимание на потребности и пожелания своих близких и постарайтесь создать дома гармоничную атмосферу. У вас может появиться возможность разрешить старые проблемы или недопонимания, что укрепит эмоциональные связи. Звезды сулят львам на этой неделе успех и карьерные достижения. У вас есть возможность проявить себя и продемонстрировать миру свои лидерские качества и креативность. Пользуйтесь открывающимися возможностями и верьте в себя. При правильном настрое и усилиях вы сможете достичь новых профессиональных высот. Для дев грядет время личностного роста и самоанализа. Обратите внимание на баланс между работой и личной жизнью и найдите время, чтобы позаботиться о своем теле и разуме. Вы сможете открыть для себя новые способы расслабиться и улучшить свое самочувствие. Весам эта неделя подарит новые возможности в любовных отношениях. Пришло время обратить внимание на своего спутника жизни или поискать новые романтические связи. Общение и компромисс – вот ключ к построению гармоничных и прочных отношений. Будьте открыты и честны в выражении своих чувств. Для скорпионов середина февраля сделает акцент на вашем здоровье и благополучии. Обратите внимание на потребности своего тела и примите меры для улучшения своего образа жизни. Это идеальное время, чтобы выработать здоровые привычки и восстановить свой разум и дух. Слушайте свою интуицию и следуйте ей в своих решениях. Грядущий астрологический период открывает стрельцам возможности в творческих планах и развлекательных мероприятиях. Дайте волю своему воображению и исследуйте новые формы художественного самовыражения или хобби. Проявите инициативу и участвуйте в проектах, которые приносят вам радость и личное удовлетворение. Для козерогов на этой неделе на первом месте будут дом и семья. Уделяйте внимание потребностям вашего дома и вкладывайте время и энергию в создание комфортной и безопасной среды. Отношения с членами семьи можно укрепить посредством взаимного общения и поддержки. Будьте терпеливы и открыты в общении с близкими. Водолеям этот период сулит возможности в общении и обучении. Будьте открыты для новых знаний и идей и исследуйте различные области интересов. Пришло время поделиться своими мыслями и идеями с другими и расширить сеть контактов. Путешествия и интеллектуальные занятия могут быть особенно полезны в этот период. Рыбы, на текущей неделе финансы будут в центре вашего внимания. Будьте осторожны в распоряжении деньгами и материальными ресурсами, найдите способы увеличить свой доход или сэкономить. Вложитесь в свое личное развитие и развивайте свои практические навыки. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Избирательные комиссии напечатают больше 113 миллионов избирательных бюллетеней для проведения голосования на выборах президента. Зампред ЦИК Николай Булаев напомнил, что фамилии кандидатов, согласно законодательству, в бюллетене размещают в алфавитном порядке. Напротив каждого укажут год рождения, место жительства и работы, кем выдвинут для участия в выборах. Сам бланк защищен от подделки специальной маркировкой, фоновой защитной сеткой зеленого цвета.
Тем временем в Якутске проходит обучение для работников участковых избирательных комиссий столицы. Для удобства участников подготовка длится несколько дней. В течение этого времени все работники комиссии узнают основную информацию о выборах, а также про свои должностные обязанности и научатся работать в программе «Газвыборы». Всего на выборах президента России будет задействовано порядка 1700 человек. Отмечу, что по данным Центра избиркома Якутии насчитывается 35 территориальных избирательных комиссий, 790 участковых избирательных комиссий и 21 временный избирательный участок. Вот самое важное – планирование, что говорила. Мы вчера и координаторам говорили, чтобы вы планировали ваш путь обхода. Мы должны сообщать в правоохранительные органы, куда вы пойдете. Мы еще сообщаем территориальным органам управления на предмет бродячих животных. И они там усиливают, но они и сейчас работают, но усиливают работу по отлову. Улучшение жилищных условий – одна из базовых задач указа о национальных центрах развития Российской Федерации на период до 2030 года, подписанным президентом России Владимиром Путиным. Как отметил ранее глава государства, одна из важнейших задач любой семьи – обеспечить себе достойные жилищные условия. Это важно для каждого человека и для каждой семьи. Ну а задача государства здесь – сделать все для того, чтобы эти цели достигались. По словам Владимира Путина, Россия в этом направлении действует достаточно эффективно. На территории Республики Саха-Якутия у нас действует 7 федеральных программ. Это у нас обеспечение жильем молодых семей, также у нас ветераны Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, также инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и дети-сироты, также граждане, которые у нас переселяются из районов Крайнего Севера. Это наши 7 федеральных программ. Также у нас действуют на территории Республики Саха-Якутия наши региональные программы. Это обеспечение у нас жильем семьи, которые имеют 5 детей и более, также 10 семей и более, и также социальные выплаты для приобретения жилья медицинским, педагогическим работникам, которые выехали в арктические районы. Напомню, Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам поручил правительству продлить льготную ипотеку в России до 1 июля текущего года. Президент подчеркнул, что одним из безусловных приоритетов в работе руководства страны остается строительство жилья и улучшение жилищных условий. Ну а в июле прошлого года для поддержки семей в арктических регионах глава государства предложил запустить программу льготной арктической ипотеки, которая будет действовать по аналогии с дальневосточной. Республиканская ярмарка педагогических вакансий для граждан, находящихся в поисках работы, и выпускников, завершающих обучение по педагогическим специальностям, пройдет в столице республики в среду, 14 февраля. Ярмарка состоится в очном формате на базе Якутского педагогического колледжа по адресу улица Орджоникидзе, дом 3, второй этаж, с 9:30 утра до часу дня. Выпускникам учебных заведений, также гражданам, находящимся в поисках работы, предложат планируемые рабочие места для трудоустройства в образовательной организации. Сегодня церковь вспоминает святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова. В народном календаре этот день называют Трехсвятие. В народе принято отмечать Васильев день. В этот день существует несколько примет и запретов, которые традиционно соблюдаются в народе. Согласно приметам, в этот день нельзя резать волосы и ногти, так как это может принести беду. Устраивать шумные и веселые гуляния, поскольку Васильев день считается скорбным и траурным. Планировать свадьбы или другие торжественные события, так как этот день считается неблагоприятным для заключения брака. А в продолжении у нас есть замечательные новости о погоде. Зиму в Якутии связывают с мифическим быком холода. Наступление мороза, а затем и приход весны по народному календарю соответствует периодам роста и ломки его рогов. Сегодня, 12 февраля, сломался первый рог, а это значит, что весна совсем близко. По преданию, рога быка источают холод. Считается, что 31 января один рог чуть притупляется, и морозы ослабевают. Первый рог ломается 12 февраля. С этого дня прекращаются крепкие морозы. 24 февраля у быка ломается второй рог, и морозный период года заканчивается. 22 мая полностью тают останки рогов быка. Холодное время года уже позади, у скота заканчивается стойловый период. Бык уплывает на ледовитый океан отдыхать до следующей зимы. Наступает
теплое лето. Но надо отметить, что даты трансформации быка условны. По сей день исследователи не могут прийти к единому мнению, что, впрочем, объясняется тем, что зима весьма неравномерно проявляет себя по всей Якутии. Ну, на самом деле, правда, стало теплее. Сегодня так особенно. 25 градусов мороза — это вообще практически лето для нас после суровой весны. Да, и это очень здорово. Скажи, пожалуйста, ты возобновил свои прогулки? Ну да, я стараюсь прогуливаться побольше, когда тепло особенно. Я думаю, и больше народу становится. Там что-то, я помнится, снимали интересное, да? Проверили то ли пуховики, то ли костюмы. Да, но тогда было холодно, и мы проверяли меховую классическую одежду, национальную, традиционную, технологическую, охотничью, там даже был пауэрбанк с подогревом. Ну и обычная городская такая теплая одежда. Пуховик, теплые В штаны. общем, надо будет пересмотреть. Теплые штаны на офисные брюки. Чтобы знать, в чем гулять сейчас, Да, когда да. потеплело. Ну, а мы вам желаем приятных прогулок. Начинайте их с понедельника, тогда постепенно привыкните к лету, что нужно ходить пешком, и уже не так холодно, и можно посмотреть, что же творится вокруг в нашем городе. Ну, а прямо сейчас узнаем, чем сегодня знаменателен наш понедельник. На календаре 12 февраля. Сегодня отмечают День Дарвина, или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста. Международный день брачных агентств. По народному календарю Трехсвятие, Васильев день. Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер, а ветер, в свою очередь, обещает сырой год. Этот день в истории. В 1864 году, 12 февраля, открыт Московский зоопарк. В 1908 году в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара. В 1947 году в этот день в Приморском крае упал Сихотэ-Алинский метеорит. В 1955 году советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур. В 1961 году, 12 февраля, состоялся запуск первой в мире автоматической межпланетной станции Венера-1. В этот день родились Чарльз Дарвин, английский натуралист, автор современной теории эволюции; Алексей Бахрушин, русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея; Елена Рерих, русский философ, писательница, общественный деятель; Анна Павлова, русская артистка балета, одна из величайших балерин 20 века; Василий Чуйков, советский военачальник, герой Сталинградской битвы, маршал Советского Союза; Светлана Безродная, советская и российская скрипачка, дирижер, педагог, народная артистка России. Именины отмечают Василий, Владимир, Григорий, Федор, Петр, Иван, Пелагея, Степан, Максим. Сегодня Союз архитекторов Якутии отмечает 60-летие. Конечно же, Союз прошел большой путь, очень много опыта и также много планов на будущее. Чтобы узнать все поподробнее, мы сегодня пригласили к нам в гости председателя Союза архитекторов Якутии Семена Никифорова. Семен Гаврилович, доброе утро. Доброе утро. Очень рады, что вы к нам сегодня пришли. Скажите, пожалуйста, с чего началась история Союза? Такая значительная же дата уже. Да, действительно, 60 лет исполняется. Любая история общественной организации, наверное, начинается с появления профессии архитектора, да, в нашем городе. У нас город является одним из старейших городов Дальнего Востока и в Сибири. Поэтому первые напоминания об архитекторах в исторических записках упоминаются где-то в середине 19 века. Потом, не хотелось бы далеко уходить, да, поэтому просто отмечу архитекторов, тех, которые внесли весомый вклад до создания нашего союза. Это Клементий Адамович Лишевич, он приехал в начале 2020 года. По его проектам построены одни из первых каменных домов в городе Якутске. Они до сих пор сохранены, являются памятниками архитектуры. Это, допустим, библиотека имени Пушкина, Академия наук напротив него стоит по проспекту Ленина, уездное казначейство по улице Петровского и здание Краеведческого музея имени Ярославского. Вот эти здания были построены по проектам его. Такие красивые, монументальные проекты. Сохраненные до нашего времени.
И после революции одним из тоже ярчайших архитекторов, профессионалов был Иван Георгиевич Смольков. По его инициативе был разработан первый на то время генплан. На основе старого генплана, да, уже в современном виде генеральный план города Якутска. Ну, то есть облику мы обязаны именно ему. Да, можно сказать так. А если перейти плавно от истории к современности, да, с какими итогами сейчас встречаете такой знаменательный год? Давайте я вот дату тоже отмечу. 50-е годы, наши уже архитекторы, окончившие в то время университеты, возвращаются в Якутск, и 12 февраля 1964 года собирают учредительное собрание с тем, чтобы организовать местное якутское отделение Союза архитекторов Советского Союза. Их тогда было 9 членов. Первым председателем был Нариман Валентинович Суханов. И на сегодняшний день, по истечении 60 лет, наш союз насчитывает 93 члена. У нас очень дружный союз. И дошли до этого времени. И отвечаем сегодня Но насколько сейчас значима профессия архитектора? То есть насколько она востребована и как она фундаментально изменяется с годами? То есть от прошлого к настоящему. Потому что в прошлом это была такая кропотливая работа, ручная. Да, сейчас мы постепенно переходим в программное обеспечение. Сильно, мне кажется, отличий нет. Да? Да. Само слово «архитектор», да, в переводе от греческого означает «главный строитель». Мне кажется, и в наше время, в принципе, так и есть. Потому что архитектор сопровождает весь цикл строительства объекта, хоть объекта, либо градостроительной документации, от начала до строительства самого здания. И самый главный этап это является именно начальный, когда рождается идея здания, концепция и творческий подход, можно сказать. Какие-то интересные идеи у наших членов Союза, у наших, может быть, я знаю, что у вас еще школа-студия есть при Союзе, да, то есть тоже интересное направление для детей. Что можете самое интересное назвать за последние годы? Да, у нас Союз архитекторов у нас, наверное, является таким средним звеном, да, который объединяет всех категорий архитекторов, начиная от школьного возраста, да, заканчивая, скажем, практикующий архитектор и главный архитекторов даже городов и регионов, допустим. Да? Да, действительно, у нас при Союзе есть детская школа, студия архитектуры. Многие мои коллеги там проходили тоже обучение. Многие выпускники уже работают в разных проектных бюро по всей России, даже в мире есть ребята. Такой результат. Хотелось бы, пользуясь случаем, вопрос задать. А обязательно ли, чтобы стать архитектором, нужно хорошо рисовать? Это неотъемлемая часть, да? Это неотъемлемая часть. Надо обязательно уметь рисовать карандашом и цветными красками, маслом, гуашью и так далее. Да? Это самые азы, можно сказать. Азы архитектуры. Заключается в этих предметах. Грубо говоря, тогда путь к архитектору начинается, допустим, с художественной школы. Да. А вы анонсировали мероприятие, которое пройдет 28 февраля. Можете об этом поподробнее рассказать? Да, мы совместно с Управлением архитектуры при главе Республики Саха, вместе с Центром компетенции «Лето», с ведущими вузами и учебными заведениями, которые выпускают архитекторов, Союзом дизайнеров, Ассоциацией дизайнеров. В общем, все мы каждый год организовываем декаду архитектуры и дизайна. И в этом году, в связи с тем, что у нас юбилей, мы масштаб чуть-чуть расширили, можно сказать, и декада пройдет уже под общим форумом, Якутский архитектурный форум, Якутский форум архитектуры и дизайна, который откроет... А кто будет принимать участие? Да, принимают участие те же все категории архитекторов, дети, студенты, практикующие архитекторы,
муниципальные архитекторы, также поставщики будут, там заказчики. Ну, в общем, все свои, которые заинтересованы в строительстве, в архитектуре, они будут на этой площадке 2 дня обмениваться мнениями, пройдут семинары, круглые столы, мастер-классы для детей. Также мы проведем конкурс, смотр-конкурс лучших архитектурных и дизайн-проектов за 2022 и 2024 годы. Ну, кстати, вот скоро закончится учебный год, да, будут выпускники, 11-классники. Вот. А может быть, у вас есть на примете такое учебное заведение, вот, где вот гарантированно вот, хорошо обучат, вот, сделают хорошего архитектора из вас? Можете посоветовать? Мы всегда, все архитекторы стремились поступать в Московский архитектурный институт, МАРХИ, да. Да, действительно, там поступать сложно, ну и, соответственно, кадрам, специалистам можно выйти там очень хорошим. Да. Ну, кроме МАРХИ, сейчас, на самом деле, качественное обучение везде, да. На Дальнем Востоке, Хабаровске, в ДВФУ. У нас вот в Северо-Восточном федеральном университете есть кафедра архитектуры. Мне кажется, вот ребята, все выпускники, они очень хорошие выпускаются. Спасибо. Ну, очень интересно. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Ну, и несколько слов вашим коллегам в честь такого знаменательного события. Спасибо. Ну, я, пользуясь моментом, хотел бы поздравить сегодня своих коллег в связи с 60-летием нашего дружного союза. Особо хотелось бы отметить наших старших товарищей. Это Данилов Станислав Васильевич, Лукин Иван Семенович и Дмитрий Иванович Савинов, которые стояли на истоке создания нашего союза. Хочу пожелать им крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно, творческих успехов. Спасибо. Мы, в свою очередь, тоже вас поздравляем вас. Спасибо. И в лице вас, всех членов Союза, ну и будущих, конечно, архитекторов тоже. Спасибо. Но в календаре событий прошла еще одна знаменательная дата. 10 февраля исполнилось 89 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР и ЯССР, кавалера ордена «Знак почета», отличника кинематографии Советского Союза Ивана Жараева. Вся его жизнь была связана с развитием кинематографии в Якутии. 50-летняя трудовая деятельность дала право называть его патриархом якутского кинематографа. Во многом благодаря усилиям Ивана Жараева Якутия стала одним из лучших регионов Советского Союза, населенные пункты которых были оснащены киноустановками, и стала лидером по посещаемости кинотеатров. Наша рубрика «История в кадрах» вспоминает яркие моменты его биографии. Что человек делает, таков он и есть. Это слова Ивана Жараева, почетного кинематографиста России, заслуженного работника культуры РСФСР и СССР. Иван Спиридонович Жараев – человек-легенда. Полвека своей жизни он посвятил служению кинематографу. Иван Жараев родился в 1935 году в Нюрнбергском районе. В 1944 году поступил в Харулинскую 7-летнюю школу. В своих воспоминаниях Жараев часто вспоминал свои трудные школьные годы, когда тетради, книг, карандашей и чернил не было, а писали ученики на старых книгах между строк. Первый выпускник Мархинской средней школы отличался особой прилежностью, дисциплиной и самостоятельностью мышления. Сильная мотивация к учебе ставила перед ним новые амбициозные цели. Так, летом 1954 года в Якутске он сдал экзамены в Ленинградский институт киноинженеров. На учебу ехал пароходом, из осетрова поездом и за 18 суток добрался до Ленинграда. Учеба в престижном институте давалась нелегко, но поддержка однокурсников, преподавателей помогла молодому Ване, а именно так его называли в институте, стать одним из лучших студентов. Во время распределения ему предложили работать в конструкторском бюро, связанное с космонавтикой. Но Иван Жараев выбрал свой собственный, тернистый, но очень интересный путь. Преподаватель школы киномехаников. Первая запись его в трудовой книжке будущего новатора. Работая начальником управления кинофикации, а потом уже и председателем Госкомитета ЯССР, Иван Жараев внес очень большой вклад в развитие кинематографии. Около 30 лет он успешно руководил киносетью и кинопрокатом. Это были годы бурного развития кинематографии в Якутии. Кино келле.
Время смотреть кино. Именно такая фраза звучала в Якутии в далеких деревнях и в сельских клубах. Для большинства якутян поход в кино это было единственным развлечением. В основном показывали индийские фильмы, например, как «Танцор диско» с участием Митхуна Чакраборти. В советское время кинообслуживание считалось идеологической работой. В республике было 420 установок. Интересные данные. По количеству посещений Якутия занимала одно из первых мест в СССР по посещаемости после Камчатки и Магадана. А по детским зрителям первое место. То есть можно предположить, что каждый взрослый житель входил в кино в год около 42 раз. За годы работы Ивана Жараева киносеть в Якутии расширилась более чем 1,5 раза. Было построено 25 кинотеатров не только в Якутске, но и в Заречных, Северной, Вилюйских районах и в городах Южной Якутии. За 50 лет работы под кураторством Ивана Жараева было построено здание киноремонтного производственного комбината и училище киномехаников на 220 мест. Открыты курсы повышения квалификации работников кино, а в 25 районах республики работали дирекции киносети. Иван Жараев был одним из инициаторов дубляжа художественных фильмов на якутский язык, а также создания объединения «Северфильм», впоследствии преобразованного «Сахафильм». Очень много сил и кропотливого труда Иван Жараев посвятил созданию музея кино Якутии. Им были составлены концепции, тематика, экспозиционный план музея, был начат сбор первых коллекций. По крупицам были собраны данные истории развития кино. Иван Жараев был энтузиастом, новатором и общественником. Его отличали высокая интеллигентность, широкая одаренность натуры, сердечное и трепетное отношение к своей жене, сыновьям, Ивану и Валерию, к своим учителям, к своим коллегам. Иван Жараев своим организаторским талантом, творческим трудом, дружелюбием, завоеванным в труде оставил самые яркие впечатления и воспоминания. В родном селе Харула Нюрбинского района в его честь названа библиотека. А для лучших студентов колледжа связи была присуждена ежегодная стипендия от семьи Жараевых. В 2019 году Национальному центру аудиовизуального наследия народов Якутии присвоено имя Ивана Спиридоновича Жараева. То, что учреждение названо его именем, это лучшая память о нем. Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Но вообще весна – это пора преображения, когда хочется быть особенно красивой и в любом возрасте. Бьюти-мастера села Бердыгистях подарили яркие моменты в жизни пожилых в рамках проекта «Радость общения». Проект, придуманный администрацией села и Совета ветеранов Горного Улуса, собрал 15 женщин золотого возраста. 5 мастеров изменили внешний облик женщин посредством использования косметических средств, придали уверенность и раскрыли потенциал женщин, вдохновляя их на преображение и на весеннее настроение. Суть проекта заключается в совместной работе волонтеров, специалистов сферы индустрии красоты, фотографии, чья работа направлена на создание нового образа, а также самого главного – теплого общения со сверстниками, повышение активного жизненного духа. Встреча способствовала повышению самооценки и эмоционального комфорта. Вот сегодняшнее мероприятие, это очень даже хорошее, собрали всех этих, общественниц всех собрали, и вообще и простого человека собрали, и сейчас вот будет очень хорошее это мероприятие. Спасибо организаторам. Прекрасные дамы, мне кажется, они без макияжа чудесно выглядят. Они же такие все бодрые, активные, а с макияжем так вообще хоть завтра в эфир. Абсолютно верно. Давайте перенесемся в день 16 января. Именно в этот день родился первый гражданин столицы республики в год семьи и в Российской Федерации в год детства. Родители назвали мальчика Адунхан, что означает «творец», «предводитель», способный преобразить окружающий мир. Напомним, республика находится на первом месте среди регионов ДФО и на 7-м месте среди субъектов страны по уровню рождаемости, а средняя продолжительность жизни впервые превысила среднероссийские показатели и составляет 72,4 года. Благодаря комплексу мер поддержки молодых семей, в том числе нацпроекту «Демография», в июне 2023 года численность жителей в Якутии превысила 1 миллион человек. А далее давайте напомним вам, какие меры поддержки полагаются семьям в Якутии. Доброе утро. Наряду с федеральными мерами поддержки семей
Такую поддержку оказывает и наша республика. Итак, при рождении ребенка нашей республикой оплачивается единовременное пособие в размере около 50 тысяч рублей. Также, в случае, если в молодой семье до 30 лет родился ребенок, им также полагается материальная поддержка на приобретение детского ассортимента в размере около 9 тысяч рублей. Ну и, конечно, наряду со всеми известным материнским капиталом, наша республика выплачивает капитал семья за третьего и каждого последующего ребенка в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, такие дети имеют право на получение пособия в размере 25-30 тысяч рублей ежемесячно. Детям из многодетных семей в школах гарантируется бесплатное питание. Кроме того, многодетная семья в случае признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий имеет также право на социальную поддержку, размер которой зависит от количества членов семьи. Среди всего прочего, стоит также назвать ежемесячное пособие по беременности и родам в размере 25 030 рублей. Также в нашей республике предусмотрено право на получение ежемесячного пособия на ребенка для детей, лиц, проходящих военную службу по призыву. Это далеко не полный перечень мер социальной поддержки, которые оказываются нашей республикой, о которых вы можете узнать, обратившись в органы социального фонда. На этом у меня все. Знайте свои права и берегите своих близких. Хорошего дня. Доброе утро. Коротко о главных событиях к этому часу. В минувшем году Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота среди партнеров КНР, США и Японии. Динамика торговли у Китая упала. Это позволило Москве сделать существенный рывок и выдвинуться на 4-ю позицию в общем страновом ряду внешнеторговых контрагентов Пекина, торговля с которым в 2023 году с заделом преодолела планку в 200 миллиардов долларов США. Сейчас свыше 90% двухсторонних расчетов уже осуществляется в национальных валютах. Поэтому правильнее говорить, что торговля двух стран составляет порядка 20 триллионов рублей или почти 1,6 триллионов юаней. Банк России предусмотрел период охлаждения при заключении договоров с негосударственным пенсионным фондом. Теперь клиент может в течение 14 дней расторгнуть соглашение, оформленное через агента. Такие правила предусмотрены в новой редакции базового стандарта, размещенной на сайте регулятора. В первую очередь это связано с введением государственного страхования добровольных пенсионных накоплений. Согласно документу, должен появиться раздел, посвященный системе гарантирования на случай аннулирования лицензии или банкротства НПФ, где прописаны размеры возмещения и порядок выплат. В День гражданской авиации России в авиакомпании «Полярные авиалинии» состоялась торжественная церемония присвоения имени ветерана авиации авиакомпании Федора Маркова воздушному судну Ми-8 НТВ-1. Марков Федор Гаврилевич – ветеран труда и авиации, почетный работник воздушного транспорта и авиакомпании «Полярная авиалиния». В Ленске состоялось торжественное открытие секции мотоспорта. В конце прошлого года из бюджета района было выделено 3 миллиона на эти средства. Были закуплены 16 мотобайков и экипировка. Посещать мотосекцию будет более 30 человек. Это школьники с 9 до 16 лет, в том числе и дети участников специальной военной операции. Всего сформированы 4 группы. Инструктором нового направления стал Алексей Тюменцев. Он много лет состоит в мотоклубе «Живая сталь». Владеет навыками вождения мотоциклов, в совершенстве знает о железном коне все. Для секции моторспорта выделен специальный бокс, там проведен косметический ремонт, теперь располагается техника и класс для теоретических занятий. Занятия начнутся со следующей недели, начнутся с вводных занятий, в общем, о мотоспорте, о данном, о эндуро. И вообще мотоциклизм, строение, техническая часть, обслуживание мотоциклов. Все будет. Практика. Начнется строительство по весне, как это будет возможно, начнется строительство трека. Пока еще место утверждается, потому что спорные моменты есть. Не каждое место подойдет для тренировки эндуро. Как только будет готов трек, хотя бы его очертания, можно будет уже начинать первые тренировки. В Государственном театре эстрады состоялся полуфинал вокального конкурса «Сулустар», где 15 исполнителей состязались за право выхода в финал. Конкурс проводится в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Всего в нем приняли участие исполнители в возрасте от 18 до 35 лет.
Финалистами конкурса «Солстар» стали Петр Пестерев из Кангаласского района, Егор Агарков из Мирнинского, Линда Захарова из Мегино-Кангаласского района, Аман Винокуров из Чурапчинского и Анна Давыдова из Нюрбинского районов. Финал конкурса запланирован на 15 февраля. Обладатель гран-при получит денежное вознаграждение в размере 115 тысяч рублей. В Якутии пройдет 5-й фестиваль художественного творчества трудовых коллективов республики. Общий призовой фонд составляет 1,5 миллиона рублей. Сам фестиваль будет проводиться в 4 этапа. Первый и второй на уровне городов, поселений и районов. Третий – зональный по группам районов. Заключительный 4-й этап фестиваля пройдет в ноябре 2024 года. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь с нами. Вообще весна, знаешь, такая пора, когда вот люди как начинают? Начинают с понедельника что-то новое, начинают с Нового года что-то новое, и, как всегда, начинают весной что-то новое. Вот ты бы хотел построить какие-то такие планы, ну, не знаю, например, уехать куда-то по обмену поработать? Ну, я бы поработал бы здесь, в Якутске, вот отдохнуть бы, да, я куда-нибудь съездил бы в теплые страны, ну, на самом как деле. всегда, лишь бы отлынивать от работы еще от чего-нибудь. Нет, Сразу надо... отдыхи. А вот между тем, студенты из Камеруна приезжают в Россию учиться, и несмотря на то, что у нас, наверное, прохладнее все-таки значительно, гораздо. чем там, они вот рвутся к нам и хорошо интегрируются. Об этом в следующем сюжете. Работа с иностранными студентами в ЗАПГУ ведется с 2006 года. Раньше, как говорят преподаватели, в основном обучали учащихся из Китая. Ребята из Камеруна привнесли новый опыт в образовательный процесс. Педагоги признаются, проблем с франкоговорящими студентами не возникает. В конце концов, русский и французский относятся к одной языковой семье. Моя родина русская. Россия. Россия. Мой родной город. Город Москва. Мы используем различные интерактивные методики, много слушаем отрывков из кинофильмов, особенно современных, слушаем современную российскую музыку, разбираем песни, фразеологизмы, работаем по учебникам, которые одобрены Российским университетом дружбы народов. На занятии студенты разбирают тему «Внешность», рассказывают о себе, семье и особенностях своей культуры. Преподаватели отмечают прогресс в изучении русского языка. Некоторым уже и вовсе не требуется переводчик. Смеяться. Посмеяться. Да. А еще она готовит очень вкусно. Я учиться русский язык хорошо. Это трудно, да. Но это хорошо. Я учиться хорошо. Я знаю много слушателей. Я знаю, как салют. Как приветствовать. Приветствовать, да. Недавно прибывшие камерунцы признаются, в Читу приехали по совету друзей. Признаются, ожидали, что в холодном краю и люди будут холодные, да только не догадывались, что прием будет по-настоящему теплым. А здесь возможность не только узнать про быт, но и набраться знаний, которые точно пригодятся на родине. Как, например, Ян Ландри. После обучения он хочет открыть фармацевтическую компанию. В Камеруне все лекарства очень дорогие, и они недоступны населению. Я бы хотел открыть такой центр и в лабораториях выпускать лекарства, которые были бы доступны всем и не стоили бы так дорого. После окончания курса русского языка Ян Ландри, как и многие его друзья, планирует поступать в университет. Но для начала студентам предстоит освоить предмет до такого уровня, чтобы поддерживать разговор без всяких трудностей. Екатерина Бакшеева, Ильшат Сафаров, Антон Носов, «Середина земли», Забайкальский край. А знаете ли вы, что российские мультфильмы являются одними из самых популярных в мире? Например, «Машу и медведя» смотрят по всей планете. В США этот мультсериал входит в топ-10 самых популярных детских шоу, а в Турции и Италии у него есть свои тематические парки. Мультсериал «Три кота» смотрят в 170 странах мира. На Ютубе наши мультфильмы бьют рекорды по просмотрам и попадают в Книгу рекордов Гиннесса. Ну и, конечно, происходит все это не без участия важных и востребованных специалистов, художников, аниматоров.
Профессия 2D-аниматора – возможность совместить творчество и техническое мастерство. Благодаря этой технике аниматоры способны оживить истории, персонажей и миры, создавая визуальную магию. Помимо визуальной составляющей, аниматор должен разбираться в психологии, анатомии и уметь наблюдать за окружающим миром. Эта профессия требует упорной работы, терпения и многочасовых усилий. Но созданная на экране магия оправдывает все старания. Я именно проходил обучение именно по кадровой анимации. Это самый сложный и кропотливый направление этого анимации. Каждый квадратик – это у нас кадр. Сделать 1 секунду мы рисуем 24 кадра. Красным цветом у нас отображается наш прошлый кадр. Зеленым будущий, черным – это у нас нынешний. Каждый слой прикрепляем к данному кадру, то есть огонь, дым, самого персонажа. И все части тела мы по отдельности делаем, чтобы анимацию можно было и редактировать его. Если рисунок испортится, полностью кадр надо будет чистить. Когда аниматор рисует, то он должен чувствовать вес животного. В играх 2D-анимации используются не только для оживления персонажей, но и для визуальных эффектов, а также для анимации интерфейсов. Нет ограничений по жанрам. Это могут быть платформеры, файтинги и РПГ. Сперва рисуешь полный рост, потом его эмоции. Анимацию без слов должны понять ребенок Юрджут. Анимация как раз должна была на тему «Война». Огонь в форме лося, журавля превращается в Батур из Нижнего мира, освобождает девушку и идут в подземелье, где там летят духи, Батуры, которые не смогли пройти, окаменевшие. Очень хорошо, что такие современные направления поддерживаются на высоком уровне. Так, ежегодно в фестивале Мусустар проводится конкурс анимации. Это дает большое развитие для общества. Начинал командного выступления, то есть командой участвовали в первом Мусустаре, заняли 3-е место. И решил участвовать сольно. Задание было именно, писатель должен быть местный, то есть в нашей республике должна была быть написана книга. И я выбрал автора Виталия Сорт, Тапталы Каскель. И за 5 дней наша задача была в том, чтобы сделать анимацию. Большое количество аниматоров, и мы соревновались друг с другом, получается. И в этом конкурсе я занял 1-е место. 3-й раз участвовал как цифровой художник, и тема задания была «Дыхание зимы». Собираюсь участвовать в фестивале 4-й раз. Каждый раз, когда участвую, выбираю тему то, что ближе. Ну, как это можно сказать? Если даже не займу какое-нибудь место, но работа должна мне понравиться. Для себя сперва сделаю, а потом отправляю на конкурс. Если выиграть, то классно. А если нет, то себе останется и приятная, хорошая работа. Вот так. 2D-анимация – это большая и интересная сфера с множеством процессов, которые дают радость людям и самим создателям. Аэлита Стручкова, Аэлита Махно, Якутск. Всем доброе утро, хорошего настроения. Продолжаем. Республиканский вокальный конкурс «Сулустар» проводится также в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Конкурс способствует сохранению, развитию культурного потенциала, приобщает молодежь к вокальному искусству и, самое главное, выявляет, поддерживает талантливых вокалистов. С прошлого года конкурс стал зачетный, и районы сами проводят отбор в муниципальных образованиях. Отборочный тур завершился 8 января, а 5 февраля все 15 участников приехали в Якутск, чтобы пройти обучение. И у нас сегодня в гостях полуфиналисты Егор Агаков из Мирного и Яна Забельна из Ленска. Егор, Яна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А мы начнем вот прям наше интервью, общение не с вопроса, а с вашей песни. Можем попросить? Ну, не с вашей, я так понимаю, вы объединили усилия. Привет, доброе утро, мир. Я верю, меня слышно. И мне есть что сказать. И мне есть что сказать. Мы все суетимся и бежим, накладывая виражи. И перестали мечтать. Давай мечты достанем из сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так.
И счастью откроем мы дверь. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг. Супер. Даже я еще сильнее проснулся. Спасибо вам большое. Я думаю, наши телезрители тоже. Да. Ребят, скажите, как давно вы занимаетесь вокалом? Яна, выступлю. Я занимаюсь вокалом с 5 лет. Ну вот прям как-то с самого детства пою. У меня папа был руководителем студии и инструментально-вокальной. И вот как-то с детства так все пошло. Егор? Я с детства начал петь, но именно чтобы это было более профессионально, с педагогом, с 14 лет. А потом уже решил связать свою жизнь с творчеством. Пошел в колледж культуры и искусств, да и сейчас тоже получая высшее образование тоже в культуре. Не отпустила. Ну а как вам сам конкурс? Как организация конкурса, отборочный этап? Да, можете нас познакомить немного поближе с этим? Как это все происходит? Ну, признаюсь честно, это просто непередаваемые эмоции. На протяжении уже у нас идет 4-й день, пятый день сегодня. Ближется полуфинал. И на протяжении всех этих дней тренинги, мастер-классы. Постоянно мы узнаем что-то новое. Постоянно день наполнен эмоциями. А ребята, которые приехали с других районов, с других улусов, просто, они шикарные. Если они увидят это интервью, ребята, вы крутые. Настолько сложно, что непонятно, все очень хороши. А как проходили отборочные туры? Вот Мирный и Ленск-то вместе были? Или... Я понимаю, как в каждом образовании, да, было? Свои были отборочные этапы? Все верно. Лично в моем случае мы отправляли записи концертные и выставляли их на суд уже местного жюри. И вот какой репертуар вы исполняете? То есть как вы выбирали вообще песни для конкурса? Ну, я исполнила вот на конкурсе свою любимую песню, которую вот она мне очень близка, я ее обожаю, я ее очень хорошо знаю. Ну и как-то даже не было мысли спеть что-то другое. Это песня группы «Неангелы» «Роман». А вы? В моем случае это была песня Муслима Магомаева «Синяя вечность». Может быть, слышали? Конечно, конечно. Да, супер. безусловно. А в основном, допустим, вы исполняете как бы песни других исполнителей, или же у вас есть еще какое-то авторское направление? Потихоньку пишется, да. Я собственно, по работе, по должности как раз и занимаюсь этим. Я звукорежиссер. Отлично. Вообще супер. Чему уже успели научиться такому интересному, необычному, для себя подчерпнуть за время мастер-классов? Ну, опять же, узнали новые какие-то упражнения, да, вокальные, какие-то новые дыхательные гимнастики. Что-то там по открыванию чакрав было интересно у нас вчера, да. Мы все лежали на матах, расслаблялись. Ну, очень круто. Но какая-то подготовка уже к конкурсному этапу? Как готовитесь? Это, опять же, ежедневные репетиции. Извините, Как проходит репетиция? День расписан по часам, по минутам, то есть у нас абсолютно нету свободного времени. Вчера мы ушли вместе с наставником Эрчим, тоже ему большое спасибо хочется сказать. Вчера мы ушли в 10 часу, то есть постоянные репетиции, постоянные какие-то совещания, постоянная работа с наставником, то есть... А как проходит работа? То есть вам что-то советуют, рекомендуют, так как-то исправляют, может быть, какие-то недочеты? Как выбираете репертуар? Все верно, да. С наставником, совещательным путем, вот так сидя, как мы с вами сидим перед друг другом, предлагаются песни, обсуждаются, и все решается с наставником. Ну, у вас уже готов номер? Да, у нас уже готов номер, уже готов образ, все куплено платье. Ведется работа с визажистом там, по поводу косметики, прически и так далее. То есть остается только дождаться часа пик и сказать: все, я стану звездой. Да. В конкурсе 15 финалистов, да, 15 участников. Вот, на ваш взгляд, вот вы, наверное, видели, кто что поет? Есть какое-то направление больше, например, может, там кто-то рэп исполняет или классический вокал? Вот есть какие-то тенденции в этом плане? Эстрада в основном. И преимущественно, ну, как послушали,
утверждать не буду, якутская эстрада. Я вот впервые познакомился с якутской эстрадой, и у вас вообще очень безумно красивые песни. Теперь они пополнят мой плейлист. Да, мой тоже обязательно. А в целом вот по уровню посмотреть, вот насколько сильны вот все вот участники, на ваш взгляд? Будет ли крепкая конкуренция или будет легко? Как думаете? Конкуренция у нас очень крепкая. Вот как раз-таки это подобрался именно такой состав. С каждого района приехал, видимо, самый сильнейший, потому что голоса обалденные, все люди профессиональные, и очень интересно с ними поработать и даже позаниматься теми же вокальными упражнениями вместе в одном вот коллективе. Ну, тут поделиться энергетикой, поделиться опытом, подчеркнуть что-то для себя интересное. То есть такие участники, что если бы выступали в шоу «Голос», то все бы нажали на кнопочку, да? Да. По крайней мере, послушать. Ну, прямо с нетерпением ждем ваших выступлений. Может быть, вы нам что-то из своих песен конкурсов уже споете? Кусочек маленький. Ну, хорошо, давайте. Да, я объясню почему. Потому что Яна сказала, вот, что вот «Доброе утро», да, песня была первая про «Доброе утро». Она сказала, ну, это такая простая песенка. Ну-ка, давайте мы сейчас вам предлагаем раскрыть потенциал. Я просто не совсем, как бы, можно раскрывать заранее? Ну, можно, нет, ту, давай которую вы ту пели. песню, которая была на отборочном этого. этапе. Ну хорошо, Конечно. давайте попробуем. Конечно, сидя петь. Море... Не та тональность. Не волнуйся. Море вернулось говором чаек, песни прибоя, рассвет пробудив. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой. Супер! Я сейчас словил когнитивный диссонанс. Егор здесь в шапочке, футболочке и поет такую песню. Супер вообще. Голос. Это вообще шикарно. Спасибо. Так, и мы ждем второе выступление. У нас свой конкурс, да? Давайте. Да. Так, пожалуйста, попросим. Однажды, когда-то мы все равно ответим за все. И замок бумажный, красивый, но поверь мне, не то. И то, что я в тебе теряю душу, и то, что верю словам, и что люблю тебя и ненавижу, но я тобой дышу. Я тебе, я напишу красивый роман, в котором я останусь с тобой, где никому тебя не отдам, ты мой, только мой. Супер, супер. Вообще потрясающе. Я вот, ребята поют, у меня прям аж мурашки. Мне очень понравилось. Да. Спасибо большое, что нашли в своем плотном графике время к нам прийти. Желаем успехов, обоим победам. Просто по-другому мы даже выбрать не можем. Давай так, мы желаем победы всем участникам. Да, абсолютно всем. Да. Пусть победит сильнейший, да, и вам желаем успехов. И передавайте привет всем организаторам и участникам конкурса. Обязательно. До новых встреч. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, ну да, обычно мы заканчиваем песней наши пятничные эфиры, но сегодня мы начали эту рабочую неделю с прекрасных песен. Еще раз поблагодарим наших ребят, ну и желаем вам отличного начала рабочего дня. Начинайте каждое утро вместе с нами, и оно обязательно будет наполнено таким позитивным настроением, как сегодня.